После убийства Мехмед-Гирея в 1523 году пост занял решением большинства членов дивана Гази-Гирей I. Он был молод, и это сыграло против него. Атаманская порта затягивала со своим решением, зато местная оппозиция не сидела сложа руки. Один из предводителей рода Ширинов, Мемиш-бей, отправился в Стамбул и попросил Сулеймана I дать им другого правителя. И это был первый прецедент, когда хан не избирался, а был прислан из Отоманской империи. Им стал Саадет-Гирей, сын Мингли и брат покойного Мехмеда. Желание части крымских беев было услышано, однако события, которые последуют за этим, явно не входили в их планы. Крымские беи, особенно Ширины, скоро поймут, на какую авантюру они подписались. С вами Андрей Саминин. Это история крымских татар. Итак, как уже было сказано, Сулейман I удовлетворил прошение части крымской оппозиции во главе с Ширинами и прислал в Крым Саадет-Гирея. Новый хан был двоюродным братом османского правителя и многие годы жил в его стамбульском дворце. Нашему хану султан как будто родной отец. Он у него там жил и вырос, и какие он видел обычаи у турецкого султана, те же и у него обычаи, отмечал бей рода Барын. Этот факт впоследствии сильно повлияет на отношения между двумя государствами. Итак, в 1523 году в Крым Саадет-Гирей прибыл в сопровождении значительного отряда янычар. Теперь число турецких войск в крымских крепостях достигло 25 тысяч. Гази-Гирей смирился с волей Сулеймана и не стал поднимать восстание против своего дяди. Ему была обещана должность калги, наместник. Однако Гази-Гирей был предательски убит, когда пришел в ханский дворец для принесения присяги своему дяде. Саадет приказал отрубить ему голову. Его братьев вместе с несколькими беями, сторонниками казненного, бросили в темницу. Таким образом, новый хан расправился со своим конкурентом. Учитывая резкое увеличение турецких войск в Крыму, появилась реальная зависимость Крымского ханства от порта. Теперь главную роль в наследовании престола стали играть султанские ярлыки на владение ханством. А Саадет не владел ни дипломатическим искусством отца, ни его тактом, которые позволяли весь период правления поддерживать нормальные отношения с империей османов и сохранять фактически независимый статус Крыма. Саадет действовал иначе. Хан, прибыв в разоренный нагайцами Крым, принялся восстанавливать державу. Ему нужны были средства. Эту нужду могла погасить невыплаченная дань московского царя – 60 тысяч алтын. Однако великий князь, видя беспомощность разоренного Крыма, наотрез отказался слать деньги. Приходилось надеяться только на свои силы. Первым делом хан посетил крепость Ор-Капы, где лично руководил крепостными и земляными работами. Теперь стены и башни обновленной крепости были снабжены десятками орудий, которые прислал султан Сулейман I, друг крымского хана. После нескольких месяцев правления Саадет-Гирея жизнь в ханстве стала постепенно налаживаться. Из-за перекопа понемногу стали возвращаться беженцы, а на опустевших до этого улицах городов стали появляться люди. Но крымская аристократия была недовольна изменениями, которые произошли с приходом к власти Саадет-Гирея. Вслед за ним в Крым стали прибывать турки, которые занимали не только военные, но и придворные посты. Дошло до того, что он стал назначать своими советниками турок неблагородного происхождения, а то и вовсе необразованных. Такое положение вещей оскорбляло крымскую родовую знать. Крымские беи стали утрачивать реальное влияние.
Хан принимал решения единолично. Он хотел править как турецкий султан, сосредоточив в своих руках абсолютную власть. Что касается внешней политики, то тут хан был очень осторожен. Он твердо вел политику своей державы в личных интересах. Во-первых, он не стремился отомстить за подлое убийство брата. А когда Василий III отправился с походом на Казань, Саадет-Гирей отказал в помощи еще одному брату – Сахибу. Более того, когда Сахиб лично явился в Крым для того, чтобы увидеться с братом, он не встретил радушного и теплого приема. Саадет-Гирей сначала заключил Сахиба в крепость в Балаклаве, а потом неожиданно изменил свое решение под давлением обстоятельств и назначил его колгой. Такое поведение стало последней каплей в чаше терпения крымских беев. Беи, крайне недовольные политикой хана, решили свергнуть его. В качестве кандидатуры был избран Ислам-Гирей, сын Мехмед-Гирея. В это время Мехмед-Гирей находился за пределами ханства. Он был одним из предводителей похода на Польшу. Однако, узнав про заговор, он решил принять в нем участие. Вдохновленные крымские аристократы собрали значительное войско, с которым претендент вошел на полуостров и занял Эске-Керим. И здесь он был избран беями на ханство. У Ислам-Гирея были все шансы на успех в честном сражении, но Саадет-Гирей не собирался предоставлять ему такую возможность. Захватив в плен приближенных Ислам-Гирея, он потребовал нового хана сдаться. Ислам-Гирей не посмел рисковать предводителями бейских родов, их войска стали расходиться, и он был вынужден покинуть пределы полуострова. Однако желание занять ханский престол не покидало Ислам-Гирея. Для осуществления этих планов ему, конечно же, нужны были средства, и он совершил набег на Московию. Однако этот поход оказался неудачным. Мало того, он вызвал гнев Саадета, который не хотел разрушать спокойных отношений с московским князем. Хан, во избежание ответного удара с севера, решил показательно и жестоко наказать виновных и казнил их. Крымская аристократия, которая раньше не сталкивалась с таким поведением хана, была шокирована. Ислам-Гирею посчастливилось бежать, и уже теперь он не намеревался вернуться в Крым. В соответствии с изменившейся ситуацией было жизненно важно усовершенствовать внешнеполитическую концепцию Бахчисарая. Одним из таких путей стала опора на политику Стамбула. Но Бахчисарай должен был постоянно помнить, что такое избавление от московской северной опасности легко могло превратиться в южную политическую административную экспансию.